Трансляция начинается. Так, здравствуйте. Добрый день, уважаемые учителя. Мы очень рады видеть вас. Сегодня с Александром Михайловичем Дроновым хотим представить вашему вниманию разработанную электронную форму учебника Коми-КИВ для 3 класса. КИВ, Коми-язык как родной. Эти учебники соответствуют требованиям госстандарта и были изданы в издательстве «Анбур» в 2015 году. Вот эти учебники. Так, ну и нужно сказать, что сегодня современная школа активно внедряет в учебный процесс электронные приложения учебников и учебных пособий. В Республике Коми также уделяется большое внимание информатизации образования. И Коми Республиканский институт развития образования с 2018 года выполняет задания Министерства образования и разрабатывает электронные учебники по предмету Коми-язык с 1 по 9 класс. Значит, есть уже электронная форма учебников для 3 класса и для 5 класса. Я бы хотела сначала рассказать о самой электронной форме учебника. В содержательном плане электронный учебник повторяет печатный учебник. То есть в электронном учебнике те же самые разделы, темы, иллюстрации, задания, упражнения и так далее. Однако к электронному учебнику были разработаны дополнительные дидактические материалы. Так, и расскажем очень кратко о том, какие же дополнительные дидактические материалы были разработаны. Итак, в учебнике после каждого раздела, вот давайте посмотрим раздел, например, черни и текст, в конце тесты, по коми, тестес. В конце каждого раздела предложены тесты. Тесты, учителя знают, являются эффективными контрольно-измерительными материалами и позволяют учащимся проверить свои знания после изучения того или иного раздела. Выполнив предложенные задания, вот сейчас мы видим эти тесты, выполнив предложенные задания в электронном учебнике, учащиеся сразу получают уже обратную связь, то есть результат выполнения тестовых заданий. И мало того, они сразу увидят отметку, то есть выполнили задание на хорошо, или отлично, или удовлетворительно, или, может быть, даже неудовлетворительно. Вот, пожалуйста, эти тестовые задания. Далее, подробно мы сейчас не будем показывать отметка, как выходит. А есть у нас уже, да? Да. Угу. Вот таким образом сразу дети получают, сколько процентов заданий выполнено, да, и какая отметка за это задание. Итак, тесты после каких тем основных? Сёрний текст. Дальше кывтыча сёрни кузя, это предложение. Шида шипас, вот опять видите тесты отмечено. Кывлентейчас, состав слова. Эма кыв, это существительные тесты. Ну и во второй части учебника то же самое тесты по теме нимбештас, местоимение. Кадакыв, это глаголы, мы тесты видим. Кывберт, прилагательные опять тесты. Ну вот и все основные темы. То есть темы закончили. В учебнике, в печатных учебниках, кроме тестов, еще и есть другие задания. То есть дети выполняют задания, которые есть в учебнике, и по электронному учебнику
Как правило, это последнее задание теста. Дети выполняют уже по электронному учебнику. Далее. Что еще у нас есть дополнительно, кроме вот тестов? В электронных учебниках используется картинный словарь. Покоми Щерпаса Кывкут. Картинный. То есть у нас в приложении есть словарик, толкование, значение, лексическое значение слов, но кроме этого есть толковый словарь. Картинный словарь. Картинный словарь – это фотографии приложения к неизвестным словам. Ну вот, Александр Михайлович уже показывает. По теме значения слов, лексическое значение слов, в задании есть такое задание «Лудди» и «Орчед Нимса и «Вежертаса квислыш». Итак, слово «ния». Детям многим, наверное, непонятно. Включают, нажимают, и появляется картинка. «Ния» лиственница. Что еще интересно? Значит, слово написано на каком языке и на русском. Давайте еще раз посмотрим красным. Щелаз. Вот появляется щелаос, поленница. Давайте еще другие слова посмотрим. Идем дальше. Какой там? Жов. Жов калина. Нювпу, пихта. Вот могут путать не лиственница, они очень похожи, правда? А вот увидят и ловпу это ольха. Ну вот такие яркие, красочные картинки. И по ходу того, как мы делали картинный словарик, у нас возникла одна мысль, я думаю, что поддержат многие учителя. Значит, если посчитать с 1 по 4 класс, вот мы делаем картинный словарик, около 300 слов будет, да? И все это вместе собрать, Александр Михайлович, да, есть такая идея, да, все вместе собрать, и у нас будет диск. Я со многими учителями общаюсь, и многие отмечают, что действительно очень сложно искать, то есть значение многих слов дети, пусть даже коми дети не знают, не это ольха, то есть не лиственница, пихта и вот эти названия многих растений, многих животных дети наши не знают. То есть все, что можно показать с помощью картин, да? А с другой стороны, не все уж покажешь. Ну и третье, на что следует обратить внимание, в электронном учебнике пособия имеются аудиотексты, то есть тексты для слушания. Вот посмотрите, пожалуйста, как это указано, каким образом. Поскольку для печатного учебника используются только отрывки из художественных произведений, мы не можем взять полностью художественное произведение или полностью стихотворение. Поэтому мы берем лишь отрывок стихотворения или художественного произведения. И мы решили, что все эти художественные произведения очень ценные, очень важные для младших школьников. И дети могут послушать полностью стихотворение, полностью, значит, текст, художественный текст. И у детей появляется возможность, во-первых, поработать, понять полностью содержание текста, тему, основную мысль. На основе полных текстов формируются речевые какие-то умения, можно предлагать детям какие-то творческие задания и так далее. Ну, давайте мы послушаем тогда первое стихотворение, которое есть. Сейчас я покажу. Вот это стихотворение напечатано в печатном виде, а в электронном вот такой знак. Давайте мы послушаем. Владимир Тимин, Чужан Кыв. Зарни борд я собит ща мыла, Чужан Кыв, менам олам давыт. Озя щорнитны любой кылан, Сымын ыддыртны ащым огмыд. Я не знаю, только настроили у нас звук, чтобы он ретранслировался с компьютера
Но когда начнется апробация, вы сами можете зайти и послушать. Действительно, мы сейчас слышали отрывок стихотворения. Продолжайте. Так, ну, теперь нам поручили, дали такое задание Института развития образования, министерство наше, что все эти электронные учебники нам нужно апробировать. То есть вначале, чтобы могли дать оценку учителя начальных классов, и электронная форма учебника будет апробироваться в 3 школах республики. Значит, Большелукская школа и Подъельская школа Карткеросского района. Кроме этого, Кожмударская школа Усть-Вымского района. То есть вот в 3 школах эти учебники будут апробироваться, и учителя должны как-то повнимательнее отнестись к апробации. Для этого нужно будет, видимо, ознакомиться, вот обратить внимание как раз на те аспекты. То есть вам не надо оценивать вот этот учебник в печатном виде, а именно электронное. То есть как представлены тесты, как представлены картинки и картинный словарь. Обратить внимание, достаточно ли слов. Может быть, какие-то другие слова еще дополнительно нужно нам найти и включить в картинку, включить в список слов для толкования. И все ли мы охватили тексты для озвучивания. Вот. Ну и, конечно же, нужно сказать, что вы должны по каким-то критериям. Критерии оценивания у нас уже имеются, выложены. Да, скажите, пожалуйста, Александр Михайлович, вот все эти критерии. Так, еще раз. Первая часть анкеты. Заполняем персональные данные, чтобы можно было, если что, связаться с автором отзыва. Я сейчас заполняю просто проверочные данные, первые попавшиеся. Но вы, естественно, вбиваете данные того преподавателя или того человека, который ответственен за апробацию. Далее у нас идет выбор. Интернет-версия. Нет, место работы. Это, наверное, Кожмударская школа какого района, да, будут писать? Да, естественно. Вы КРИРО пишете, я чтобы пишу учителя. потому что я просто допустим, все понятно. Муниципальное образование, вы пишете вот то место, то школу и так далее. Ну и далее. Далее существует 2 варианта. Либо вы апробировали автономную версию, которая работает без интернета, либо интернет-версию. Отмечаете нужный пункт. А чем они отличаются? Автономная версия, есть еще несколько дополнительных вопросов. Насколько понятно было, как работать, как устанавливать автономную версию, потому что она требует дополнительного этапа подготовки перед работой. В то время как интернет-версия, мы просто переходим на сайт и Скорее уже сразу большинство интернет-версию, наверное, будет выбирать, да? Я думаю. Да, я думаю, подавляющее большинство, да. И далее мы видим вопросы. Критерии. Очень просто отмечаем. Единичка – это неудобно, не понравилось. 5 – это удобно, понравилось везде. Есть или нет необходимость. Если какие-то дополнительные сведения есть, то пишем и отправляем в форму. Результаты мы будем анализировать. Исходя из обратной связи, мы будем улучшать учебник. Возможно, какие-то вносить изменения во внешний вид, если вдруг окажется, что не все справляются с управлением. Также мы дополнительно из этих материалов можем написать инструкцию со сложными моментами, чтобы было удобнее учителям в дальнейшем привыкать и пользоваться. Так, ну и я хотела еще дополнить, что кроме Александра Михайловича еще разрабатывал учебник наш программист Геннадий Ергешевич Нишанбаев. Где-то у нас это указано, наверное, да? Кто разработал? Давайте посмотрим. На диске указано. На диске, а вот тут да, вот здесь, наверное. Где-то, наверное, нам нужно указать разработчики такие-то, да, чтобы конкретно знали. Значит, фактически 2 человека, 2 разработчики, программисты.
Может быть, запишут? Или здесь мы запишем? Я думаю, что нужно, чтобы знали, кто разрабатывал. То есть, вот, возможно, когда-то это на диске будет. Кроме разработчиков этого учебника, да, печатной формы, печатной, еще другие дополнительные разработчики, ну и условные знаки. Вернемся к условным знакам. Условные знаки электронного учебника те же самые, но дополнительно два условных знака. Условных знака это картины. Вот обратите внимание, пожалуйста, тест yes, вот такой условный знак. И Щерпаса Кывкуд, картинный словарик. Слово написано только красным цветом выделено, да? Надо будет выделить красным цветом. Это у нас тестовая площадка, поэтому красным цветом. Синий. Да, когда у нас перейдет на полную площадку, тогда уже другой синий цвет. То есть определенным цветом выделена. А все условные знаки это печатного учебника. Вы на это и не обращайте внимания. Просто вы сравните, пожалуйста, электронную форму с печатной формой и оцените, значит, тест. Есть у нас, да? Вот на этой странице указано. Вот, посмотрите, пожалуйста, все у нас есть. Значит, разработчик Нишанбаев Геннадий. Да, текст читает. Так, текст читает. Текст читала я, можете тоже оценить. Старалась. Старалась как могла. Ну и, конечно, озвучивали текст. Это очень сложно. Озвучивать, исправлять, чистить звучание. Это, конечно, Александр Михайлович. И вот такая команда. Команда, получается, автор учебника, программисты. Мы для вас, дорогие учителя, постарались создать электронную форму учебника. Поэтому вы, пожалуйста, будьте внимательны, оцените и отправляйте нам результат. Да, оценивания. А мы будем уже, как уже сказал Александр Михайлович, будем дорабатывать, исправлять. И когда все будет завершено, нас ожидает следующий этап. Это 2 класс. Сейчас 2 класс учебник тоже в 2 частях печатают в издательстве Анбур. Как только мы получим готовые учебники, начинаем уже создавать электронную форму учебника. После этого у нас следующий этап, это будет уже в 2019 году. Для 1 класса делают очень долго, потому что там очень много рисунков, один художник, поэтому такое длительное время. Ну и где-то, наверное, уже зимой, к концу, может быть, к весне уже 4 класс. Вот, в последнюю очередь. Надеемся, ко всем печатным учебникам будут электронные. К ним будут разработаны каждому учебнику методические указания. Для 1 и 3 класса учебники методические указания уже утверждены и подготовлены к печати. Вот. Ну, вот такая работа у нас, в общем-то, в течение следующего учебного года еще, наверное, будем работать и заканчивать. Большое вам спасибо за то, что вы нас выслушали. Если что-то непонятно, как можно связаться? Да, у нас там есть чат, можно задать вопрос. Угу. Я, с вашего позволения, еще пару слов скажу. Да, давайте, пожалуйста, Александр Михайлович, вам слово. С 3 декабря у нас как раз апробация начинается, и вы сможете зарегистрироваться на нашем сайте, где выложены как раз электронные учебники, электронная форма учебников. Доступ к сайту осуществляется вот по этому адресу. Доступ. docs.creo.ru. То есть с 3 декабря вы сможете здесь зарегистрироваться и получить доступ к учебникам. Это любой учитель, да? Каждый Конечно. может, абсолютно, не только те учителя, которые апробируют. Конечно. Так, товарищи, значит, все учителя республики, кто работает по этому учебнику, с 3 декабря можете уже пользоваться электронным учебниками. Да, в режиме апробации, конечно. Нам важны отзывы всех, а не только учителей. Ну да, это только 3 школы как бы для апробации, это такое требование, да? Вот. Ну а для того, чтобы улучшить учебник, я думаю, что очень хорошо, если все другие будут подключаться, другие учителя. Вот мы переходим на сайт docs.creo.ru. У нас есть кнопочка «Новая учетная запись». Мы заполняем очень простую форму. Выбираем себе логин, с помощью которого будем входить на сайт. Выбираем себе пароль.
обратить внимание требования. Так, логин всем понятно? Ну, логин это псевдоним, пишется примерно. латиницей. Да, примерно. Пароль, требования не менее 8 символов. Из этих символов одна, как минимум, строчная буква, одна прописная буква и одна цифра. Любая комбинация из этих символов не короче 8. Далее вводим адрес электронной почты дважды, чтобы не ошибиться. Имя и фамилия. Это все обязательные поля. Все, больше обязательных полей нет. Так проходит регистрация. После прохождения регистрации вы сможете зайти на сайт. Я сейчас зайду под своей учетной записью. Вот. Получается, мы видим список учебников. У нас есть кнопочка «Доступ». Нажимаем и получаем доступ к учебнику. Обращаю ваше внимание, что внизу есть форма обратной связи по учебнику 5 класса и 3 класса. Вы также можете просмотреть и наш учебник 5 класса. Дело в том, что 3 класс делался уже по новой технологии. И вы можете сравнить учебник, который мы начинали делать в апреле, и который уже, получается, по новым технологиям начинали делать уже летом, да. И отличаются немножко. Да, у них есть свои особенности. После того, как мы выбрали учебник, мы попадаем на оглавление. Для того, чтобы перейти к какой-либо главе, щелкаем по необходимому элементу. В самом низу у нас есть два типа навигации. Это стрелочки, предыдущий и следующий параграф, и переход на определенный параграф или тест. Параграфы те же самые, которые в печатных учебниках, те же самые абсолютно. Что изучаем, то и дети открывают, да, и учитель. Также вы можете, если что, сделать себе на полях пометку галочкой. И не забывайте, пожалуйста, проходить апробацию, предоставлять свою информацию, свое мнение, свою экспертную оценку по качеству ФУ комик в 3 класс. Если у вас какие-то проблемы возникают, можете связаться со мной. Внизу есть адрес электронной почты. Это как раз моя электронная почта. По всем вопросам пишите. Я пытаюсь оперативно ответить. Мы все проблемы всегда решаем. Всегда идем навстречу педагогическим сотрудникам и вообще всем слушателям. Наверное, у меня все. Да, все. У вас еще есть что-то? Все, наверное. Мы все рассказали. Остается нам пожелать удачи в использовании и апробации электронных учебников. Всего вам доброго. До свидания. До свидания.